На фоне резкого роста и снижения цен на бензин еще активнее стало дорожать газомоторное топливо. Как раз в то время, когда автомобилисты активно обсуждают вопрос перевода машин на газ. Почему выросли цены на газ и насколько увеличилась стоимость, выясняла Мадина Базиева. На сегодняшний день все более популярным становится среди автолюбителей газ для заправки машин. Многие россияне, которые пользуются автомобилем как средством передвижения, переоборудуют свой личный транспорт для заправки под газ. Выгодно ли это? Бензоколонка образца 1954 года, полуавтоматическая. Колонка для масла. Берешь, вставляешь, нажимаешь, заправляешь. Тут тебе, рыбонька, конечно, не курорт. Говорю, не курорт. Все спешат, нервничают, иной раз у шофера не то слово сорвется. А ты не обращай внимания, береги здоровье. Теперь за литр газа нужно платить около 26 рублей. Стоп! Фу, я вижу, ты приморился. Немножко. Ну, давай теперь я тебя покатаю. А какой смысл? У многих людей вопросы к качеству бензина и газа. Одним из них является Адам Фаргиев. Пару лет назад переоборудовал свою машину. Теперь заправляюсь газом. До недавнего времени думал, так выгоднее. Но сейчас у меня слишком много вопросов, признается автолюбитель. За одно время изменили уже. Хамдас на 100 километров 20-30 рублей. Сэкономить. То есть газ чьи. Газ мухолит, экономить. Сюда же все. Да, какая разница уже, бензин и газ. هذا مخ غاز. Мох 27 лет, андалс 28 боже метричками. 27 день, 27 50 день лашками. Ханца хамал 27 танады, 26 50 танады. Işte 25 50. حتى بنزين ودي طريقة. Бензин дикая, вала хамдас. Да, да. Заправочная станция номер 1 в городе Назрань на сегодняшний день самая выгодная точка для дозаправки автомобиля, признаются автолюбители. Здесь железного коня можно заправить за 25 рублей. И это газ, дорогие друзья. Эти цены значительно ниже цен соседних республик, комментируют в главном топливо-распределительном отделе компании «Ингушнефтепродукт». Могу сказать следующее, что на территории нашей республики на сегодняшний день этим видом топлива практически обеспечены очень многие заправочные станции. Если взять его по нашему Северокавказскому федеральному округу, то наше топливо продается нашим клиентам на рубль 50 ниже, чем в других субъектах. Для сравнения, если взять цену, допустим, в Ставрополе, там 26,60 стоит, либо взять Северную Осетию как субъект, то у них тоже цена продается в районе 26-80 копеек, 26 рублей и 80 копеек. За счет именно ценовой политики и удержания ее в оптимальных параметрах, собственно говоря, мы его и реализуем. По словам генерального директора, топливо в Ингушетии не уступает по качеству по всем показателям. Мы также учитываем, что в последние годы спрос на газомоторное топливо выросло в разы. Поскольку этот продукт сегодня востребован населением, за счет чего? Надо понимать, что это очень хорошее и прекрасное топливо. Оно и дешевое, в то же время очень практично в употреблении. И многие автовладельцы, многие наши клиенты именно отдают предпочтение газомоторному топливу. Вот. С учетом этих требований, с учетом изучения рынка, Ингушнефтепродуктом приняты дополнительные меры по дооснащению многих наших автозаправочных станций этим видом топлива. Продавцы газа практически на всех заправках твердят об одном, что подорожание такого топлива обусловлено исключительно деятельностью мирового рынка. Это в принципе похоже на правду, ведь на мировом рынке ценник газа изменился еще в начале июня месяца. Причина, которая влияет на подорожание газа в мире, это увеличение ценников на оптовые закупки. Вскоре после этого подорожания изменилась и розничная цена. У Федеральной антимонопольной службы есть свои дополнения к списку причин, повлиявших на повышение цен газомоторного топлива. У нас был чемпионат мира по футболу, как вы знаете, и ограничение было в этих городах по завозу, в том числе и голубого топлива.
Вот. Когда чемпионат мира закончился, спрос, да, вырос еще больше, потребность эти субъекты, не ингушетии получается, а те субъекты, где этот футбол проходил чемпионат мира, у них спрос поднялся. Соответственно, а предложение само внутри рынка у нас внутри рынка не было. Оно все уходило за рубеж. В нашей республике, допустим, тот же Роснефть продает газ немного дешевле, чем в соседних республиках. Да. То есть у нас нет какого большого объема, ну такой разницы, существенной разницы по сравнению с ближайшими субъектами в цене на газ, она у нас, допустим, в том же Роснефти, она ниже. Есть независимые, да, там, продавцы, у них бывает и больше. Спрос на пропан в России вырос. Это также одна из ключевых причин повышения стоимости, которая легко объясняется базовыми законами экономики. Население стало чаще использовать сжиженный газ для отопления частных домов, чему способствовало расширение ассортиментной линейки бюджетных отопительных систем. Количество автолюбителей, которые ездят на газе, растет с каждым годом. 10% от добываемого газа необходимо продавать на бирже. И вот здесь вот показана динамика, как цена менялась на бирже с января 2017 года по сегодняшний день. Получается, до сентября резкий скачок мы наблюдаем с марта этого года по сентябрь. И где-то с 5 сентября начинается падение. Исходя из слов наших респондентов, подведем итог. В данное время газомоторное топливо в республику поступает в нужном количестве. Никакого дефицита нет. Я же вас заправляю, вы что? Порожняк заправляете в последнюю очередь. У меня тигры надо... Сколько было заправьте, сколько я такую вижу? Давай! Дай хоть 10 литров! Рынок весьма неустойчив, и посему вести прогнозы – дело несерьезное, но кое-какие предположения есть. Предпосылки снижения цен у нас есть. Как только правительство примет у нас эти меры, мы надеемся, что цена обратно спустится вниз. Спустится ли до 18 рублей, до отметки, которая у нас была, сложно говорить, это все зависит от динамики, общей мировой динамики. То есть, если у нас спрос будет превышать, да, предложение будет, то тогда, конечно, значительного снижения ждать, скорее всего, не приходится. Но все равно мы надеемся, что эти меры, они все-таки стабилизируют цены на газ в том числе. Причины оглашены, прогнозы тоже, остается наблюдать. Ну и велосипед, к слову, никто не отменял, дорогие друзья. Выбор только за вами. Мадина Базиева, Джамал Дударов, Моусер Гагиев, Утро Ингушетии.